Николаев, первый президент Республики Саха-Якутия, жизнь которого неразрывно связана с родной Якутией. Его имя неотделимо от всего многонационального населения республики. Он живет их радостями и заботами. Михаил Ефимович вырос на Хангаласской земле, имеющей большую историю и богатые традиции. Именно Хангаласская земля, впитавшая свободолюбивые идеи братьев Ксенофонтовых и дух наших славных предков, передала ему заветы лидера и продолжателю этих традиций. Михаил Ефимович поддерживал все то, что делалось людьми, обобщал и превращал их в общенародное дело. Одним из примеров является движение 2000 добрых дел, которое переросло в государственную программу «Моя Якутия» в 21 веке. Аналогов такому движению в России не было и нет. У всех было стремление делать добрые дела, строить школы, благоустраивать клубы, ремонтировать больницы и так далее. Сегодня правительством республики идет дальнейшее переосмысление проекта «Три долины», инициированного Михаилом Ефимовичем. На долине Эркяне создается территория опережающего развития Эркяне. Новая экономическая зона позволит создать новые рабочие места, сократить количество малоимущих семей и увеличить долю местной продукции в Якутске. Долина имеет большой потенциал для развития многих отраслей, начиная от туризма, заканчивая вопросами переработки продукции сельского хозяйства. Самые сложные для экономики страны времена именно сфера образования стала основополагающей в государственной политике нашей республики. Всего за десятилетия почти в каждом населенном пункте были построены новые школы и детские сады. Многие педагоги и талантливые ученики УЛУСа стали стипендиатами премии «Знанием победишь», учрежденной Михаилом Ефимовичем. Проект «Музыка для всех» стартовал в 2013 году. Идейным вдохновителем и инициатором является первый президент Якутии. В рамках проекта Покровская детская школа ежегодно проводит летнюю творческую школу «Детская музыкальная академия» и является организатором многих республиканских конкурсов. Проект «Рисуем все» был инициирован Николаевым и начал функционировать в Хангаласском улусе в 2015 году, в республике с августа 2017 года. По этому проекту Покровская детская художественная школа является первым организатором проведения чемпионатов по рисованию среди детей и форума учителей рисования. По инициативе Михаила Ефимовича в 2004 году, затем в 2008 году построены два светлых просторных учебных корпуса на средства Международного благотворительного фонда «Дети Азии». Михаил Ефимович Николаев является инициатором и организатором проведения в Якутске международных детских спортивных игр «Дети Азии», получивших всемирное признание и патронат Международного олимпийского комитета. Из детей Азии вышел мастер спорта международного класса «Наш земляк» Леонид Николаевич Спиридонов. По инициативе Михаила Ефимовича Николаева в 2000 году в Покровске введен в эксплуатацию дворец спорта, который стал местом проведения международных, республиканских и улусных спортивных соревнований. В области здравоохранения была обеспечена доступность и улучшилось качество медицинского обслуживания. Была укреплена материально-техническая база медицинской отрасли. Одним из первых распоряжений президента Николаева стало строительство Центра охраны материнства и детства в городе Якутске с 1992 года. Затем на основании его указа создан Национальный центр медицины, которого возглавляет Станислав Николаевич Жирков, уроженец села Немигунцы. Михаил Ефимович Николаев провел большую работу по реабилитации незаконно осужденных и репрессированных политических и общественных деятелей. Михаил Ефимович стал одним из первых руководителей субъектов Российской Федерации, который создал сеть особо охраняемых природных территорий, составляющие 25% территории Якутии. Природный парк «Ленские столбы», организованный в 1994 году. Якутский зоопарк «Ортодойду» – единственный в мире зоопарк, работающий в условиях северного экстремального холодного климата.
Своими мыслями Михаил Ефимович обращается к молодежи. Я всегда пытался видеть будущее, вглядываясь в лица молодежи. Зная молодежь, ты знаешь будущее. Заботясь о молодежи, ты заботишься о будущем. Это мое жизненное кредо. Я всегда стремился к тому, чтобы молодежь Якутии была образованной и помогал открывать ей дорогу в жизни. Я верю в талант и творческую силу моего народа.